Эксклюзив. Танцевальная группа «Эксклюзив». Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые, дорогие наши гости и ценители юмора. Добро пожаловать. Мы рады всех приветствовать в нашем сегодняшнем прекрасном вечере. Впервые в Кыргызстане именно сегодня и сейчас будут выступать артисты легендарного театра «Кривое зеркало». Давайте от всей души поаплодируем в честь наших артистов. Я в коридоре учился, поэтому немножко, извините, хорошо? Со словами русскими немножко. Я верю, что искусство объединяет, а искусство юмора позволяет нам лучше понимать и уважать друг друга и становиться ближе. О, когда я читаю без акцента, кажется, да? Наверное, уже слова закончился. Спасибо, спасибо. Я волнуюсь вообще-то, я первый раз на русском, поэтому. Наши гости вчера приехали. У них сегодня отличное настроение, потому что у нас есть солнце. Вообще-то сегодня потеряли. Когда я первый раз поехал в Москву, я где-то в месяц, по-моему, потерял солнце. Потом обратно прилетел сюда, а здесь, оказывается, солнце. Я думал, что я только популярен в Кыргызстане, оказывается, я уже давно популярен в России. Меня там уже везде узнают. Прямо в аэропорту меня так радостно встретили милиционеры. Они мне говорят: «О, дорогой мой, мы тебя давно ждем. Ну-ка, пройдем в нашу комнату». Я думала, сейчас чай будем пить. Ну, как у нас принято. А там они у меня спрашивают: наркотики есть? Я говорю: дома оставил. Надо было сказать, я же привез. Вы лучше к нам приезжайте. Там у нас солнце, там Иссык-Куль, всегда весело. Вот поэтому они сегодня приехали. Уже прошло несколько лет, уже эти милиционеры давно уже умеют говорить на кыргызском. Даже они определяют по диалектику. Недавно один меня спрашивает: ты что, аркалык, что ли, говорит? Ну, аркалык — это северяне. Мне вот, мы же часто бываем же в Москве, потому что наши соотечественники там много. Если так сказать, по официальным данным, именно в Москве наши соотечественники 800 тысяч, а неофициальный Москва уже наш. Москва — это для нас, для кыргызов, это как бы сетевой маркетинг. Если один кыргыз поехал в Москву, он должен с собой привезти 2 кыргыза. Эти 2 кыргыза по 2 кыргыза. Мой брат в 95-м году поехал в Москву, он сейчас платиновый кыргыз. Он сейчас зарабатывает больше, чем Петросян. Во. Еще недавно я услышал такую интересную информацию, мне понравился. В России, оказывается, за одного новорожденного ребенка дают 500 тысяч. Представьте себе, 500 тысяч. Это же мотивация. Нам бы дали бы такую сумму, 500 тысяч. Я вообще на работу не ходил. Я дома работал бы только. 500 тысяч. Россия, государство дает 500 тысяч и говорит, намекает: Серега, давай, купи подгузник, еще раз, давай, говорит. А у нас дает 4 тысячи и говорит: Воронча, заканчивай, предохраняйся. А я патриот своей страны. Я работаю бесплатно.
Это я сюда уберу, а то меня не видно будет потом за стойкой. За кулисами я стоял там, не очень-то там слышно, очень как-то про яйца, о чем я сказал, да, наверное, да? Ну, там не очень слышно, поэтому говорю. Дайте свет, пожалуйста, в зале. Спасибо. А так, как будто никого нету там в зале, как будто я один остался. И тем более в переднем ряду сидит те девушки, которые в начале концерта там немножко мне пошутили. Вот, поэтому вот, почему я трясусь? Вот, я видел сразу, вот, волнуюсь немножко. Вот у нас менталитет, да, русская, кыргызская, ну, мы же, у нас разные национальности. Вот. Но некоторые люди, чтобы не обиделись, некоторые люди, суеверные люди, верят приметам. Ну, есть приметы, похожие на кыргызском и на русском, тоже есть такие приметы. Например, есть такая примета у русских, говорят, если кошка дорогу перебежит, то это будет проблема. Ну, я по-своему думаю. Ну, кошка создает проблемы, да? Если честно говоря, у кошки свои проблемы хватает. Не, додумайтесь вот сами. Как он может создавать вам проблему? Может, он от собак бежит. Может, у него тоже жена куда-то послала, может, за дорогом, чтобы принести. Бедная кошка бегает по этому, а он говорит, проблемы создает. Как он может создавать проблему? Если дорогу перебежит кошка, ну кошка-то не знал, что ты дурак, что веришь в всякую чушь. Он же пошел по своим работам. Я по-своему вот так думаю, да, при чем тут кошка? Вот есть, для него, оказывается, есть ответ. Если кошка перебежит дорогу, как надо пройти, да? Есть ответ, оказывается, некоторые умные люди придумали. Если кошка пробежала, значит, подождать надо, чтобы другой кто-нибудь прошел. Не хороший человек, да? Если он был хороший человек, я сказал бы другому, да, подожди, постой. Только что кошка пробежала. Куда ты пошел? Подожди. Нехороший он человек, эгоист, оказывается. Грубо говоря, чтобы другие сдохли, чтобы он жив остался, да? Ждет кого-то, да? А может, нету никого вокруг. Ждешь, опаздываешь на работу, а ты ждешь, чтобы кто-то прошел. А есть еще для этого тоже есть ответ, оказывается. Если нету вокруг никого, значит, берешь камень, вперед кидаешь, потом проходишь. Тоже нехороший человек. А если камня нету, там одни брусчатки, может, асфальт, может, откуда берем камень? Для этого тоже есть, оказывается, этот ответ. Тогда, если нет камня, значит, откусаешь вот левый воротник и можешь пройти. А если нет воротника, что делать тогда? Тогда шнур развязываешь, а потом можешь пройти. Вот видишь, придумывали такую, да? А почему, если кошка создает проблему, что тогда мы держим дома его? Это любимый животное, оказывается, да? Когда дома сидишь, случайно встал, пошел в спальню, случайно кошка пришел, что, стоять, чтобы пока жена прошла, что ли? Иногда кошка вокруг же бегает. Вот так остаться, да? Это, знаете, когда будет проблема? Вот все эти процедуры делаете, пока вот найдет камень или воротник откусает, или не. Все эти процедуры делаете, тогда у вас будет точно проблема, потому что вы опаздываете на работу. Кошка вообще здесь ни при чем. Гарантия дам. А у русских есть такая еще примета, да? Когда новый дом построила, туда сперва пускаете кошку. Что, проблемы хотите, что ли? Зачем?
Ну, был такой случай, кыргыз один работал в Москве, в России, короче, он заработал, не знаю, пришел, построил дом, увидел, жил с русскими, наверное, эту примету он видел, он тоже хотел попробовать, домой пустил кошку. Кошка зашла домой и через окно выпрыгнула, пошла другой. Соседняя кошка сидит и говорит: что ты? Зачем оттуда ушла? Хороший дом, новый дом. А та кошка говорит: это дом на кредит построенный, говорит. Я не буду жить. Там будет всегда скандал. Значит, кошка унес с собой проблему, да, получается, да? Вот интересная примета, да? Еще такой есть примета, вот, написал здесь. Так. Следующая примета. Нельзя здороваться через порог или передавать что-нибудь через порог. Вот тоже интересно, да? Нельзя здороваться через порог. А если $1 миллион через порог дает кто-то? Эта примета не работает, да? Тогда сразу взять, так и пошло, да? Если через порог какой-нибудь ковид или грипп, ну что-нибудь передать, ну это другой вопрос, да? Но через порог хорошее что-то передать, это, наверное, нормально. Есть еще такая примета: соль просыпать, слезы проливать. Говорят, будет ссора. Интересно тоже, да? Муж случайно соль рассыпал, жена говорит: теперь будет ссора. Муж говорит: может, не стоит? Жена говорит: нет, я уже настроилась. Все равно будет ссора. Это природа женщин. Причем тут здесь соль еще? Причем тут кошка? А еще есть такая интересная примета. У нас тоже в Кыргызии говорят, что түндөсү түн ичинде карыз бербе. Это говорят, ночью долг не давать. Тоже дурная примета, да? А ночью долг нельзя давать. А тогда что с супружеским долгом как? Среди ночи, 3 часа ночи, жена разбудила мужа, говорит, муж проснулся, что случилось? Жена говорит: супружеский долг где? Муж говорит: ночью долг не дает, спи, дурная примета. Я, чтобы пока они переодевались, понимаете, да? Вы поняли, да, сразу, да? Да. Так, следующий зачитаю, что без акцента. Когда-то Александр Дюма написал произведение «Три мушкетера». Вот здесь мушкетера, да? Мушкетера. Ввиду оглушительный успех он написал 20 лет спустя. И в последнее время стало модно выпускать ремейки популярных фильмов. Наши гости решили тоже остаться в тренде и представляют вашему вниманию свой ремейк «Буратино и Мальвина. Золотой ключ». Ты сразу понял, да, что мне вышел, да? Вы переодеваетесь, поэтому. Так, уважаемые дамы и господи. Извини меня, господи. Когда я был молодой, а вообще-то я думал, что мужчины господствуют. Оказывается, я ошибся. Женщины командуют везде. Это я понял потом. Когда я понял, уже было поздно. Меня уже захватили. Я уже в плену. Как говорят русские, мерз, она в Африке мерз. Женщина, она везде женщина. Не имеет национальности. Или не имеет от национальности, нет значения касты, да? Но есть менталитет. Например, русская женщина, она без комплексов, умеет, то, что думает, она сразу говорит, может, при всех. Например, на улице, при всех русская женщина может сказать мужу: ты, козел, куда ты пошел?
Не, русская, она же открытая, да? А наши женщины не так. Наши женщины, менталитет другая. Наши женщины при всех ничего не говорят. Они просто красиво, молча посмотрят на твою сторону, и ты сразу поймешь, что ты козел. Вообще-то вот для молодых я хочу посоветовать, вот никогда вот, не ссорьтесь с женщинами. Это бесполезно. Нет, серьезно. Мне сейчас 56 лет. За эти годы я понял, что женщины, они умные, они сперва прежде чем выйти тебя замуж, они тебе проверяют, оказывается. Ну, обычно первоначально, когда ты только что познакомился, ходишь по парку, сидишь со своей девушкой, да, она тебе говорит: ой, мне холодно, да? Ты сразу костюм снимаешь, одеваешь. Они говорят: ой, мне жарко, потом ты костюм снова снимаешь. Они говорят: мне пить хочется, ты за водой бегаешь. Потом она говорит: мороженое хочу, ты за мороженым бегаешь. Вот видишь, ты уже дрессировал. Ты же подготавливаешь. Если ты ей понравился, тогда может она выйти твоей замуж. Обычно мы мужчины говорим, что мы сами выбираем. Нет, они нас уже выбрали. Давно. Вот поэтому молодые, не ссорьтесь вообще. Вот обычно женщина спрашивает, у них 3 такие золотые вопроса есть. Где был, куда ходил, отдай денег. Есть такие красивые слова, да? Есть. Не переживайте, это естественный вопрос. У них природа такая. Вот потерпите 30 лет, они потом перестают спрашивать, где ты был. Вот сейчас у меня такой возраст, что жена меня не спрашивает, где я был. Я приеду после работы, сидим, чай пьем, проходит 10 минут, и ты сам начинаешь рассказывать, где ты был. Она говорит: а кто тебя спрашивает? А ты ей говоришь: ну послушай, я иду после работы, там Джонни стоит, Джонни стоит, короче. Начинаешь все изливать, все, то, что было, все начинаешь говорить. Ребята, у меня вот такой в жизни, что я понял. Вот, например, я сижу дома, жена подходит и говорит: сегодня юбилей твоего друга, пойдем? Я говорю: пойдем. Через 15 минут подходит и говорит: я, оказывается, узнал, что твой друг на наш юбилей не пришел, поэтому не пойдем. Я говорю: не пойдем. Через 40 минут она готова, одетая уже, подходит и говорит: что ты сидишь, пойдем или не пойдем? Вот здесь такой момент, ребята. Я не буду спрашивать. Ты же сперва подошла, сказала: пойдем, потом сказала, что не пойдем, а сейчас говоришь: пойдем. Я этого не буду спрашивать. Мне это не надо. Даже я не спрашиваю, куда мы пойдем. Я просто тупо иду за ней и все. После праздника снова надо найти свою жену и идти домой. Все. Она навигатор не. Не стану ссориться. Зачем мне? Например, когда дома сидишь, сосед приходит и спрашивает, придет: у тебя, дорогой, топор есть? Он спросил. Прежде чем ответить, что есть, я посмотрю в сторону жены. Она в этот момент посуду моет, смотрит другая сторону, смотрит, то есть посуду моет. Но все равно я пойму, что она хочет. Потому что у нее, когда она посуду моет, у нее вот уши начинают дергаться. И серьги 3 раза крутятся. Это знак свыше. Я поворачиваюсь к соседу и говорю:
топор сломался. Дальше будешь жить спокойно. Зачем? У кыргызов тоже, у русских тоже есть такая поговорка. Например, есть 7 раз отмерь, потом 1 раз отрежь, да? Вот точно так делаю, когда я что-нибудь хочу сделать, сперва 7 раз отмерю, потом режу, куда жена покажет. Зачем это лишние проблемы? Она покажет, вот здесь надо резать, там буду резать. Она говорит, здесь неправильно, кажется, вот здесь надо резать, там я буду резать. Здесь тоже неправильно, вот здесь надо резать. Видишь, 3 раза неправильно она сама сказала. Если я сам 3 раза неправильно резал, она сказала, ты что, дурак что ли, да? Поэтому я стою, куда она покажет, вот я туда режу, она потом сама скажет. Здесь тоже неправильно, здесь тоже неправильно. Оказывается, я оказывается, дура. Потом я ничего не скажу, потому что я знаю. Почему я, ребята, вам говорю, что нельзя ссориться с женщиной? Потому что вы уже узнали, да, с кем вы живете? Александр Морозов, Виктор Разумовский. А вместе в осколки кривого зеркала. Ну и, конечно же, вы теперь же наши любимые зрители. Я уж не знаю, как вы нам очень понравились, поэтому позвольте нам поблагодарить вас за то удовольствие, которое вы нам сегодня доставили. С удовольствием перейду к вам еще раз. Спасибо. Большой вам русский человеческий размах. Друзья, на самом деле этот бы концерт не состоялся бы, если бы не заслуженный артист Кыргызстана Баранчук Уалдай Бергенов. Наш большой друг обещал нам киргизское гражданство. Так что мы здесь у вас остаемся, мы еще вам надоедим. Теперь он и наша, как и ваша драгоценность. Спасибо тебе, друг. Да, спасибо вам тоже. Приезжайте чаще. Спасибо. А также хочу поблагодарить нашим комитетам Ислам Сатарова, сестренку Гульнас, еще гость у нас из Узбекистана, Отобек Хасанов. Рахмат. Рахмат Сергей. Если А еще я понял, что самые красивые женщины живут в Бишкеке. А я не женат, девчонки.